Что такое пробация? Это испытание. Это условное осуждение лица с определенными испытаниями, которые перед ним ставятся. Но перед ним ставятся определенные обязательства. Не посещать отдельные места, например, да, а завершить образование, да, получить профессию, повысить квалификацию и так далее, и так далее. То есть это такие вещи, когда человек социально растет. Государство не может ставить себе цель посадить человека. Понимаете, государство всегда ведет политику гуманизации. Но в истории человечества были такие моменты, когда очень сильно развивалась политика карательной направленности уголовного законодательства. Но с какой целью? Ведь главное для нас это достижение цели какой? Это восстановить справедливость и восстановить ущерб. Бывают преступления, по которым это очень трудно сделать. Например, при убийстве человека. Здесь уже его никак не воскресишь, и виновный должен нести ответственность, наказание. Но бывают и другие преступления, за которые действительно нет никакого смысла назначать ему лишение свободы, чтобы он уходил в зону, там отбывал наказание, вот это вышел. И вы же понимаете, он уходит уже с определенным опытом криминальной жизни, он набирается там, берет свой, так скажем, свой багаж определенный криминальный, и с этим багажом выходит в жизнь. Что дальше? Он выходит с определенной стигмой, как вы сказали правильно, он выходит с определенной судимостью. Все это он несет на себе. Как общество к нему относится? Ну вы же понимаете, как общество относится. Не совсем положительно, вроде вот человек, совершивший преступление. Но мы должны понимать и другое. Он все равно возвращается к нам. Он все равно возвращается в эту жизнь. И, наверное, надо помочь ему встать в этой жизни, а не возвернуться в места лишения свободы. Вот для этого, наверное, и вводится институт пробации, чтобы мы могли на раннем этапе предупредить совершение повторного преступления. И мне кажется, что введение пробационного надзора – это очень такой важный гуманистический шаг и даст нам возможность предупредить рецидивную преступность. Действительно, что такое рецидивная преступность? Если лицо, как вы правильно говорили, украл курицу, да? Потом уже об этом везде говорят, украл мешок картошки или залез там домой к соседу, там самогонку или водку у него бутылку украл, он уже рецидивист, он уже несколько раз совершил. В нашем понимании. Да, несколько раз совершение преступления мы называем рецидивом. А он ли рецидивист? А может быть, он совершил эту кражу в силу нужды? Правильно? Детей нечем кормить. Совершил кражу, да, ее совершать нельзя, но вынужденность, и она может учитываться судом. Почему совершил преступление? Введение органа пробации в Казахстане, да, оно показало, они уже работают с 2014 года по вот системе пробации, снизило рецидивную преступность в 2,5 раза. Кому-то не понравилось, например, снижение сроков лишения свободы. Кому-то не понравилось то, что сейчас якобы будет лицензия на убийство водителям, которые совершат автотранспортное преступление, там, с последствием в виде лишения жизни потерпевшего. Сбил на дороге человека, человек погиб, и что теперь лицензию он будет отбывать в колонии поселения. То есть очень неправильная информация выдавалась в общество. И об этом мы уже говорили, и везде пытались разъяснить, но, к сожалению, общество такое, что оно где услышит, а потом не может селектировать вот это вот правильное понимание. И нам приходится потом это все разъяснять. Но кто-то услышал, кто-то нет. Это, как вот слушок пустили, а до кого дошло, до кого нет. Поэтому я думаю, сейчас со временем все будет становиться на свои места, и попытки вот некоторых людей дискредитировать эти вещи, я думаю, они уйдут в прошлое. Пусть это их останется на их совести. Вот осуждать, сажать на длительные сроки лишения свободы, хотя вот я всегда говорю, некоторые говорят, 5 лет это вроде как не длительно, да вы хоть один день посидите там. Я всегда говорю, вы хоть один день сидели в этих местах, и за то, что он украл, скажем, там, в небольшом размере чужое имущество, так лучше его оставить на свободе, пусть он возместит этот ущерб. Пусть он помирится, он никогда не делали, не создавали механизмов примирения.
Сейчас они будут создаваться. Это органы медиации сейчас разрабатывают эти процедуры. Наоборот, надо скрепить дружбу между потерпевшим и лицом, совершившим преступление. Но я понимаю, это должна быть общая такая политика, и по некоторым преступлениям там с кем примиряться? Примиряться надо там, где есть потерпевший. Когда человек, совершивший преступление, должен идти примиряться с потерпевшим, он идет и ищет пути выхода в других местах. Госорганов, следственных органов, суды, прокуратуры и так далее. Это же неправильно. И сейчас заложены такие механизмы, когда только именно учитывается мнение потерпевшего, это очень важный момент. Когда такие механизмы будут заходить, они только частично сейчас вошли, потому что мы не можем полностью положиться на мнение потерпевшего. Вы же понимаете, тогда что у нас может случиться? У нас население недостаточно демократичное и недостаточно такое доброе. Государство должно быть заинтересовано не взращивать преступность, а наоборот контролировать ее. Зарубежные государства, Европа, например, они всегда просчитывают, сколько им стоит исполнение любого вида наказания. Сколько стоит отбывание наказания одного осужденного в местах лишения свободы. Сам процесс вот этот длительный, да, содержание вот суда, содержание следственного аппарата, да, оперативных работников, которые занимаются раскрытием этих дел. Это очень громоздкая система, но оплата идет из кармана кого, я всегда говорю? Нас, налогоплательщика, с нашего кармана оплачивается эта вся система. И даже отбывание наказания, оно забирает очень большие деньги. И еще один момент, он связан, конечно, с несовершеннолетними детьми, которые действительно там участвуют в драках, или вырвал там телефон у соседа, забрал его, да, и так далее. То есть в отношении них могут применяться меры воспитательного воздействия и пробационный надзор тоже. То есть по всем менее тяжким делам вполне реально применим пробационный надзор. А положительное отбытие пробационного надзора не влечет за собой судимости. Меры воспитательного воздействия не влекут за собой судимости. Единственное, если он совершил тяжкое, особо тяжкое преступление, подросток, он будет отбывать наказание в местах лишения свободы. В Советском Союзе у нас был подход стигматизации личности. Все, у тебя одно правонарушение или уголовное преступление, все, на тебе стигма до конца лет твоих. Западный подход, он немножечко другой. Он разный, конечно, но он немножечко другой. Если человек отбыл положенный ему срок, он может выйти и сказать: я отбыл все, что мне положено, я чистый. Перед законом. Я чист перед законом и перед всеми, перед обществом. Криминальная психология, она все равно остается. Я хочу просто сказать о том, что есть мировые исследования, которые показали, что после 1 года 7 месяцев нахождения в местах лишения свободы человек еще воспринимает меры воздействия на себя, он старается что-то сделать, исправиться. После этого периода времени человек тупо отбывает наказание. Лучше вырывать из этого пространства, и он должен находиться среди людей, работать, стремиться к чему-то светлому, будущему, строить свою жизнь.